Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, почти половина россиян, это 48%, идею перехода на новый график работы, сокращение рабочей недели до 4 дней не поддерживают, опасаясь потерять в деньгах. Напомним, с инициативой о сокращении рабочей недели выступила Федерация независимых профсоюзов России. Аналогичное предложение внес премьер-министр Дмитрий Медведев. Как может отразиться это на новшество на рынке труда? Попробуем выяснить это с гостем нашей студии. Это доцент кафедры экономической теории финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета, кандидат экономических наук Елена Данилова. Елена Владимировна, здравствуйте. Добрый день, Иван. Ну, вопрос, наверное, первый лично к вам. Как вы оцениваете, согласны ли вы с мнением россиян, которые не поддерживают возможное сокращение рабочей недели до 4 дней? Я, конечно, поддерживаю большинство россиян. Действительно, эта новость широко обсуждается сейчас в нашем обществе. Вот мы узнали, что в июне месяце на 108-й международной конференции труда председатель нашего правительства Дмитрий Анатольевич Медведев выступил вот с такой инициативой, озвучил идею перехода на 4-дневную рабочую неделю. Оказывается, было дано задание правительству, профсоюзам эту идею дальше развить, разрабатывать. И вот в августе особенно активно эта идея, эта мысль начала обсуждаться в нашей стране. Что по этому поводу можно сказать? В мире, конечно, есть страны, которые уже перешли на сокращенную рабочую неделю. Прежде всего, хочется сказать о такой стране, как Нидерланды. Продолжительность рабочей недели в этой стране составляет 27 часов. Они работают 4 дня в неделю, примерно по 7 часов. Также в ряд этих стран входит Дания, Швеция, Норвегия, Швейцария, то есть вот это скандинавские страны, которые можно отнести к странам, построившим все-таки демократический социализм. Они достаточно успешно развиваются и в том числе очень активно решают социальные вопросы. Вот в этих странах, где высока производительность труда, где очень высока техническая оснащенность производства, действительно созданы объективные условия для того, чтобы перейти вот на сокращенную рабочую неделю. То есть почему это происходит? Когда трудится техника, растет производительность труда, тогда труд человека, он менее уже востребован в такой совершенной экономике. Поэтому возникает необходимость действительно сократить рабочее время. И вот, как и действительность говорит, и теория много об этом, в теории написано, высвобождается время человека свободное, которое он может тратить на развитие своей личности, на образование, на поддержание здоровья, вообще, занятия какими-то творческими видами деятельности. То есть в этих странах созданы объективные условия для того, чтобы действительно сократить рабочее время. Вот зачастую говорят, что мы, россияне, много отдыхаем. Однако международные организации подсчитали, что наша страна, Россия, относится как раз к тому ряду стран, где мы много трудимся. Именно в силу того, что у нас продолжительность рабочего дня большая, мы перерабатываем, и по сравнению с более развитыми странами, с более развитыми экономиками, мы работаем, можно сказать, даже почти в 2 раза интенсивнее, больше, да, чем весь остальной мир. Ну вот возникает вопрос, готовы ли мы перейти. Из сказанного уже следует, что, конечно же, не совсем, поскольку в техническом Но уровень экономики еще не позволяет, мне кажется, конечно, говорить о том, что человеческий труд можно заменить автоматизированным настолько. По производительности труда мы уступаем развитым странам, европейским, Соединенным Штатам Америки, ряд других стран в 1,5–2 раза. Поэтому и техническая оснащенность у нас оставляет желать лучшего. Вот, допустим, такой пример – роботизация производства. На 10 тысяч рабочих мест у нас всего-навсего в нашем производстве 3 робота.
в то время как в Южной Корее там порядка более 700 роботов работает. Поэтому вот у нас пока еще нет объективных условий данных для того, чтобы перейти на 4-дневку. Вот в свое время Геннадий Онищенко, комментируя вот эту инициативу, сказал, что это крайне вредная инициатива для россиян в планах того, что у жителей нашей страны отсутствует доступ к недорогому семейному отдыху, и просто этот лишний выходной день страна будет пить. Вот в этом контексте, как опасение, можно говорить об этом или нет? Ну, действительно, вот эта идея сокращения рабочего времени, которая возникает, действительно, это как бы закономерность развития экономики. Вот политэкономия говорит, когда производительность достигла определенного уровня, то в единицу времени как бы возникает вообще потребность вот какого-то определенного фиксированного потребности в фиксированном рабочем времени. То есть вот на сегодняшний день в мире потребность сократилась в рабочем времени, поэтому существует тенденция сокращения рабочего времени, это считается как бы таким, хорошим положительным принципом. Что касается нашей страны, и в то же время действительно, когда человек освобождается от работы, он это освободившееся время свободное должен с пользой для себя потратить. Та же теория и та же практика говорит, в том числе у человека должна иметься возможность вот в это свободное время потребить ту продукцию, которую он или его коллеги создали своим трудом. Потому что когда мы там трудимся 5 дней в неделю, да еще у нас переработки, сверхурочные и так далее, мы устаем, и там у нас уже нету как бы возможности куда-то сходить, где-то культурно отдохнуть или сходить в магазин, что-то нужное, полезное для себя приобрести. Поэтому вот время нам свободное нужно в том числе для того, чтобы было время похода в магазин и приобретения того, что нам нужно. То есть, да, мы должны увеличить свое потребление, потому что потребляя, мы инвестируем в свою экономику. И в то же время потребляя, мы увеличиваем, как бы повышаем рост своего благосостояния. Это свидетельство того, что у нас соответствующие доходы, и в том числе, если у нас растут доходы, то мы можем эти доходы тратить на различные мероприятия, полезные для себя. Да, действительно. А какая ситуация в нашей стране? Куда человек может пойти? Может быть, в крупном городе, да, действительно, где-то там культурные учреждения есть, куда можно сходить, отдохнуть, с пользой для себя, для своего развития. Но в сельской местности, в нашей стране повсеместно, и в нашем регионе, и вообще во всех других, к сожалению, такой возможности нет. И поэтому возникает вопрос, а освободившееся время, как я вообще буду использовать? И поэтому, да, вот эта мысль, высказанная вами, она действительно имеет место быть, такое опасение, что чем мы займем высвободившееся время. А не приведет ли это к тому, что люди, наоборот, начнут его как-то неправильно использовать? С вредом вред здоровью приносить такой неумышленный и прочее. Кроме того, вот еще хотелось бы отметить, сокращая рабочую неделю, смысл заключается в том, чтобы сокращалась и продолжительность рабочего дня. Вот тоже, конечно, мне задают вопросы, в том числе мои студенты. Вот если мы сократим количество до 4 дней, а сколько часов в день мы будем работать? То есть смысл как раз заключается в том, чтобы сокращалась и продолжительность рабочего дня. Потому что если при сокращении рабочей недели мы скажем, что за 4 дня вы должны отработать положенное там по кодексу нашему трудовому 40 часов, это получится, что мы в день должны будем работать 10 часов, и тогда смысл вообще этих всех как бы изменений, инноваций, он теряется. Смысл заключается в том, чтобы человек за меньшее количество времени меньше уставал, и поэтому работал с большей интенсивностью для того, чтобы росла производительность и для того, чтобы мы создавали больший совокупный продукт. Потом, вообще отмечается, что особенно для видов труда творческого содержания
Творческий человек вообще продуктивно может трудиться в день действительно не более 6 часов. Если его принудительно заставить там отработать большее количество, это приведет просто к изнурению как бы вот его личности, его сущности, и результата от таких требований не будет. Вот поэтому в тех странах, которые мы назвали, где уже вот внедряется сокращение рабочего дня, там как раз высоко образованное население, и там достаточно большая доля людей занята как раз креативными, творческими видами труда. Вот мы должны стремиться к этому, поэтому, наверное, логика должна быть в наших действиях. То есть мы не изначально должны сократить рабочий день, а мы должны сначала в экономике создать условия, то есть развивать ту же систему образования. Тем не менее, для того, чтобы люди повышали свой образовательный уровень, профессиональный уровень, чтобы своим продуктивным трудом они повышали производительность труда в целом в экономике. Ну а если говорить об этой инициативе, то как она перекликается с еще одной очень серьезной инициативой этого года – это пенсионной реформой? Да, действительно, вот эксперты находятся в некотором замешательстве. Мы пережили пенсионную реформу. При этом аргументом в необходимость осуществления пенсионной реформы называлось то, что у нас остро не хватает трудовых ресурсов. У нас в стране дефицит трудовых ресурсов. Некому работать, некому создавать конечный продукт, новую стоимость, добавленную стоимость. У нас ограниченный недостаток рабочей силы, поэтому содержать большое количество пенсионеров не представляется возможным. И в то же время предлагают количество рабочего времени сократить. Да, поэтому, нам говорили, что давайте мы продлим время труда, выход на пенсию отсрочим, сделаем так, чтобы люди дольше трудились, создавая все необходимое. А теперь, когда прозвучала эта идея сокращения рабочей недели, сокращение рабочей недели-то происходит именно в условиях, когда существует переизбыток трудовых ресурсов, когда уже экономика настолько технически развита, настолько технологически развита, что вместо человека трудится умная машина. И тогда действительно потребность в труде человека, она очень сильно уменьшается. Поэтому возникает необходимость в сокращении как рабочей недели, так и рабочего времени в течение вообще дня. Вообще время работы, оно сокращается. Лена Владимировна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Желаю вам успехов в работе. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.